Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Азия. Большая игра». И с вами снова я, ведущий программы «Злой киргиз» Александр Ронкин. И со мной сегодня мой постоянный соведущий, политолог и культуролог Давид Эгельман. Давид, добрый день! Здравствуйте. И с нами сегодня, Давид, кто? С нами сегодня Тимур Варки, таджикский диссидент, журналист, поэт, переводчик, знаток персидской поэзии, представитель оппозиционной таджикской коалиции Национальный альянс Таджикистана, НАТ, базирующийся в Европе, то есть политический иммигрант. В коалиции НАТ он представляет светскую организацию форум таджикских вольнодумцев, ну и он во второй раз в нашей программе. Первый раз мы говорили, как несколько лет назад, войне, которая была в Таджикистане, гражданская война. А сегодня я хочу задать первый вопрос, с которого мы начнем. Вот знаете, когда-то был такой фильм, один из таких вот переводных фильмов, и там была такая смешная фраза, которая стала одним из интернет-мемов. «Таджикский патруль». Вот, я помню, что даже когда я в Израиле был, поскольку я бухарский, меня несколько раз так знакомые, знающие Среднюю Азию, говорили «таджикский патруль», да, так типа. Вот вопрос, почему именно наши таджикские, они стали самыми опасными бойцами ИГИЛ? Почему именно Вилает Хорасан сегодня наводит ужас от Тегерана до Москвы? То есть и сами по себе эти режимы, будем говорить так, явно не вегетарианские, а тут мы видим, что таджики их пугают. Добрый день, Давид и Александр, да, если я не ошибаюсь. Александр. Добрый день и приветствую всех, кто нас видит, слышит. Здесь совокупность факторов. Есть историческая, географическая составляющая в этом. Таджикистан – это восточная Бухара, прежняя, восточная часть Бухарского Эмирата, и Таджикистан традиционно близок к Афганистану. Таджики живут в горной местности, современной Таджикистана, это 93% гор, то есть изолированные такие, знаете, некоторые селения, некоторые ущелья изолированы по там, несколько месяцев до полугода, да, в связи с высоким снегом, снежными осадками там, и так далее, плохими дорогами. Но как бы и можно ретроспективно посмотреть на то, что в Таджикистане до 40-х годов, до начала 40-х годов шло противодействие советской власти, и, с другой стороны, борьба с так называемым басмачеством позволяла местность, да, и Таджикистан традиционно более патриархален и, скажем, религиозен, да, чем остальные страны, нынешние страны Центральной Азии. Связь с речкой, через речку поддерживалась, и уходили люди туда, и возвращались. Это имеется И в виду вот, река Пянж, да? да, да, в некоторых местах, Пянж, в верховьях, можно переходить пешком, так сказать, в осенне-зимний период, когда таяние снегов уменьшается. И ситуация, кроме того, нужно вспомнить 90-е годы, когда произошла так называемая гражданская война в Таджикистане, которую, в общем-то, инспирировали и организовали значит, российские военные,
это ГРУ, когда военное крыло, милитаристское крыло в России увидело, что Таджикистан может уйти из-под влияния, когда в Таджикистане началась демократизация, и было создано первое коалиционное правительство вообще в Центральной Азии. Такого не было. Было создано первое коалиционное правительство, причем составленное из молодых коммунистов в основном. Но оно считалось как бы коалиционное демократическое правительство, которое устраивает интересы многих регионов. Там были представители всех регионов. Вот, и это правительство было названо исламистским. И вот откровение полковника Квачкова об этом свидетельствует. Он, не скрывая, говорит, что перед ним была поставлена задача совершить революцию и военный переворот свергнуть, и он называет исламистское правительство. Но там был один только представитель Исламской партии Возрождения, единственный, который не занимал никакого ключевого поста, был первым вице-премьером Давлат Усмон. Ну, так или иначе, значит, после гражданской войны большинство оппозиционных сил, вооруженных, и все, так сказать, видные политические фигуры оппозиции вернулись в Таджикистан, заключили мирное соглашение с Рахмоном, с правительством. Здесь нужно отметить, и только некоторые не поверили Рахмону, отказались заключать сделку с ним. И вот с некоторыми такими полевыми командирами, как Мулла Абдулло, продолжалась борьба. Потом были вспышки, значит, Али Бедаки. Такие мелкие вспышки, они продолжались вот до 2000-х годов, да. Вот. Но уже эти полевые командиры, причем с двух сторон были полевые командиры, которые отказались идти на мир, да, принимать это соглашение между правительством Рахмона и оппозицией. Были как сторонники Рахмона, которые устраивали мятежи и бунты, и Рахмон с ними расправлялся, в том числе руками, так сказать, бывших оппозиционных подразделений, да. В общем, так и с другой стороны. Но и с теми, и с другими разделались. Вот, однако не все вернулись. Какие-то мелкие группы, люди не вернулись или ушли обратно в Афганистан. И вот они послужили как бы базой, основой для вербовки со стороны, значит, активистов, вербовщиков ИГИЛа. И из них были составлены вот эти вот подразделения Вилаяти Хорасан, игиловские. Там были, можно вспомнить, также отряды исламского движения Узбекистан, Тахира Юлдаша и Джумейна Мангани, которые были убиты американцами во время антиталибской операции. Ну и ИДУ продолжала существовать, и как-то вот это все переливалось и из идушников, и из тех таджиков, которые ушли или остались, был составлен вот этот вот Вилаяти Хорасан. Вообще, как бы... сколько лет этому Вилаят Хорасану? Он стал мелькать не так давно. Этот Вилаяти Хорасан, может быть,
не буду врать, боюсь ошибиться, но недавно, не так давно. Не, ну в мировых новостях он появился после взрыва на траурном мероприятии Сулеймании. Это совсем недавно. И мы тогда пытали вместе с Александром Гурарье-Сиренко по поводу того, что же это говорят и почему он Хорасан. Потому что единственное, что русскоязычные, так в большинстве, ну, плюс-минус начитанные люди, я не имею в виду таких вот не начитанных, но вот это начитанные люди, единственное, что помнят, это в Хорасане есть такие двери, да, из Сергея Есенина. Тут мы выяснили, что двери открылись, и оттуда вышло нечто пугающее, да. Вопрос, когда он появился, потому что вот это вроде бы для нас это всего несколько месяцев назад, ну, я имею в виду для международных новостей, для мировых СМИ. А, Ну, хорасанские двери, да. Хорасан, да, печально, что это красивое название, это название местности, вот, попало в такие, так сказать, в такой контекст. Но Хорасан это не название определенной местности. Насколько я понимаю, это название области плюс-минус, в которую входит нынешняя территория Узбекистана, часть Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Ирана, и все это называется Хорасан. Ну да, я и говорю, что это как бы название региона, да. В общем, я не могу точно вспомнить, наверное, лет 5-7. Ну, не больше, не больше. Тимур, Вот. можно вот такой вопрос? Я хочу немножко направить в другую сторону. Насколько я понимаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, в принципе, власть Рахмона, кроме того, что она держится на российских штыках, но сама по себе она как бы с точки зрения военной, силовой, она власть как бы достаточно слабая, и поддержка у нее как бы не очень большая в народе. А в Афганистане живет огромная таджикская община. И как бы там живут таджикские племена, которые имеют значительный и серьезный боевой опыт. Ну, чего стоит только как бы имя одного панцерского льва Ахмадшаха Масуда и так далее, и так далее, и так далее. Почему, на ваш взгляд, они до сих пор не пришли в Таджикистан? Боятся русских, но русским сегодня не до них. Я могу отвечать? Да, Да. конечно. Извините, если мое Насколько присутствие такое... я помню, во время гражданской войны 90-е там представители Афганистана появлялись. Но, во всяком случае, я, работавший там от корпуса мира, встречал. Спасибо. Спасибо за вопрос, Александр. Во-первых, я поправлю, таджикских племен не существует. Таджики – это не племенной народ, таджики – это нация. Извините. Да, в отличие от Это не пушту. ваши киргизы, понимаешь? Привык по киргизам мерить, да? У киргизов есть рода, но они же, в принципе, и племена. Есть, есть рода, есть авлоды, но племен нет у таджиков. Таджики, племена, это в нашей как бы среднеазиатской традиции, это люди кочевые. Пуштуны в отношении пуштун можно, применимо это, но в отношении таджиков нет. Таджики – это земледельцы и городские жители древних городов, Принимается которые замечание. существовали еще до Александра Македонского Да. в Согзе. И само название таджик в переводе от слова корона. Ты понимаешь? Да, да. Тадж.
Я понял, и мне Королевский уже... народ, Я, понимаешь? Давид, я понял, и мне уже стыдно, я уже извинился. Тимур, продолжайте. Да, продолжаем. Дело в том, что афганские таджики — это в немалой степени таджики-переселенцы, бежавшие от советской власти в Афганистан. Ну, вообще в Афганистане таджики, ну, испокон веков, да, жили и составляли элиту, да, городскую, торговую и так далее, и культурную. Но, кроме того, например, вот тот же Ахмад Шах Масуд из Сибистана, из-под Самарканда, это знаменитая местность, значит, эм, происходит, да, и оттуда. И в Паншере они поселились. В общем, есть моя сестра, она была в ансамбле «Лула», танцевальный ансамбль. Она рассказывала, как я был маленький. И они ездили в Афганистан, и когда они там выступали в Афганистане 70-х годов, афганцы там, таджики плакали, а, как бы ностальгия нахлынула, да, когда они увидели гостей из Таджикистана, там ансамбль «Лула», как она рассказывает. И говорили, что наша родина Таджикистан, вот передавайте нам привет нашей родине и так далее. Таджики афганские и таджики Таджикистана и Центральной Азии, они связаны духовно и кровно, да? Поэтому таджики из Афганистана, особенно э, таджики, которые в Афганистане боготворили Ахмад-Шаха Масуда и Рабани, они никогда не пошли бы с оружием в руках против Таджикистана. И сейчас сын Ахмад-Шаха Масуда и Латиф Педрон, ну, другие лица, в общем, так сказать, таджикская элита афганская, они, как ни печально, ну, есть и плюсы, и минусы, но вот один из минусов, что они считают имама Али Рахмона лидером всех таджиков, да, в том числе и своим лидером. Ну, это как бы минус, да, для нас. Но плюс в том, что таджики никогда не поднимут оружие против Таджикистана, афганские таджики. Поэтому в 90-м, в 95-м, 6-м, 7-м годах в Москве испугались не таджиков Афганистана, не Ахмад-Шаха Масуда и Рабани, с которыми были хорошие отношения у Примакова, Пастухова и у других, так сказать, переговорщиков, дипломатов и военных тоже были традиционные связи хорошие с Ахмад-Шахом Масудом. Они не их боялись, они боялись, что на плечах таджикской оппозиции в Таджикистан ворвутся талибы, когда талибы подошли вплотную к границам, уже приграничья заняли на юге, на севере Афганистана и, так сказать, вот практически через речку уже оказались от Таджикистана. Некоторые подразделения, там оставался клочок афганского Бадахшана и Паншер, не занятый талибами. И это вынудило, да, понудило Москву и Рахмона пойти на соглашение с таджикской оппозицией. Так вот, это я отвечаю на ваш вопрос. Но еще предвосхищая, может быть, ваш вопрос другой, почему, и отвечая на тот вопрос, почему именно Таджикистан стал таким, да, источником рекрутинга в ИГИЛ. Потому что имам Али Рахмон выкосил, так сказать, религиозные авторитеты. Это институт в Таджикистане. Он его уничтожил. Институт религиозных авторитетов. Да?
традиционных. И когда э, происходят репрессии и тотальная, так сказать, вырубка, да, вот это вот, этих традиционных как бы ценностей и традиционных авторитетов, то поднимается мелкая поросль, которую невозможно просто контролировать. И вот эта вот поросль, разочаровавшаяся в том, что таджикская оппозиция сдала все свои позиции, что была обманута, что верить этому правительству нельзя, что нет справедливости, что тотальная коррупция, нет рабочих мест, нет, ну ничего нет, образования нет, света нет, работы нет, справедливости нет. И вот эти вот молодые люди попали под вербовку, так сказать, идей всеобщего исламского благоденствия и, так сказать, исламского коммунизма. Вот давайте создадим исламское государство вне, так сказать, нации и, так сказать, и территории, и потом, так сказать, вот установим, так сказать, благоденствие исламского халифата. А откуда И такая все-таки... жестокость? Давид, ты хотел спросить? А откуда такая жестокость? Я просто... потому что это все-таки то, что и теракт в Москве, он отличается какой-то запредельной жестокостью. Просто ведь не было выдвинуто никаких требований, не было заложников, не было никакой политической программы. Просто теракт ради теракта. И теракт в Иране то же самое. Это было непонятно, кого убивать, что, но вот просто чтобы было как можно больше. Откуда такая жестокость? Просто зная таджиков, я знаю, что таджики, ну, как-то не отличаются. Ну, опять-таки, мы в Средней Азии знаем, насколько суровы те или иные другие народы. Вот киргизы, они злые. Вот этот Ронкин подтвердит, да? Они... Но он, правда, говорит, что только он злой. Я хочу Остальные сделать добрые. поправку. Когда я говорю «злые киргизы», я имею в виду в исконно русском понятии, то есть дерзкие. Когда Да. говорили, что, как, допустим, злой конь или злой глаз, это значит было дерзкий глаз и дерзкий конь. Поэтому, господа киргизы, не трогайте, это Все, святое. мы тебе вернули за таджиков, все, Да. 1-1. Тимур, пожалуйста. Да, вот какая, значит, здесь ситуация. Сами таджики говорят, и в таджикской персидской поэзии есть противопоставление таджика и турка немало, и у Саади, и у Хафиза. Противопоставление характеров, да, от дерзкого злого и покладистого, мягкого, мягкотелого, знаете, таджика такого. Что можно здесь сказать? Да, возможно, здесь, знаете, доведение до отчаяния, когда некуда деваться, даже, так сказать, мягкому таджику, мягкий таджик превращается так же, как вода мягкая, да, ну, когда накапливается, вот мы видели, что произошло в Орске, да, и мы в Таджикистане всегда боимся, это образ, да, чаша терпения, и что вот эта вода подточит наши плотины, да, или Царесское озеро, да, накапливается, так сказать, 100 лет, и вот есть это опасение и в народе, и этот образ живет. И в правительстве таджикском тоже. Они тоже боятся, что чаша терпения может быть переполнена. А, Я не знаю, а, это с одной стороны. С другой стороны,
ну, как бы вообще вот в России, если взять в России, в Таджикистане, во всей Центральной Азии и в России, более лишенного, бесправного, беззащитного народа, чем таджики, нет. В Москве таджики — это мальчики для битья. Это на протяжении вот Я бы этих... тут, пожалуй, поспорил, туркмены и внутри своей страны, и в Москве гораздо более бесправны, чем таджики. Ну или так же, окей. Да, но туркменов, прошу прощения, Давид, туркменов в России и в Москве в разы просто кратно меньше, чем таджиков. Я так понимаю, на первом месте по количеству гастарбайтеров из Центральной Азии это Таджикистан, на втором месте Туркменистан, а Туркмения где-то в самом конце. По разным Я хочу просто причинам, дать одну но цифру, если мы начали говорить. Только за последние 4 года а, а, только получили гражданство Российской Федерации 500 000 граждан Таджикистана приняли российское гражданство. Только за последние 4 года. Это получивших гражданство не граждан, переехавших, гораздо больше. э, Это, это, это манифестация ногами. Это означает, что люди бегут. Люди бегут. Для них даже вот эта вот фашистская атмосфера в России лучше, чем та атмосфера, вы можете представить, атмосфера бесправия и бесперспективности в Таджикистане. Если они бегут из прекрасного Таджикистана, где все есть, да, где есть вода, чего нет в других республиках, где есть и вода, где есть и снег, где есть и любой климат, да, на всех этажах, от низин до вечных снегов. Когда начинается весна, она продолжается в Таджикистане там 1,5 месяца, ибо в начале марта цветет на юге, на границе с Афганистаном, а когда ты поднимаешься, я приехал в мае в Джергиталь, там только начинала расцветать вишня. Тимур, к сожалению, у нас не так уж много времени осталось. Кстати, я хотел сказать по поводу голосования ногами, как вы говорите. Недавно в Туркмении, просто интересная ремарка, такая информация, в Туркмении была закрыта граница с Афганистаном и Ираном на предмет того, чтобы туркменские граждане не бежали в Афганистан. Представляете себе, как хорошо жить в Туркмении, если оттуда люди как бы бегут в Афганистан. Но возвращаясь к Таджикистану и к Рахмону, я никак не могу понять. Ведь Рахмон – диктатор в чистом виде, жестокий, хитрый, но довольно-таки слабый. Что происходит с таджикской оппозицией? Почему они смирились с теми, что он им всем, что ли, головы пооткручивал? В чем дело? Почему, как бы, после того, как он их нагло обманул, заключил соглашение, а потом всем одному за другим свернул головы? Почему же они молчат? Ну, смотрите, это очень, ну, как бы легко сказать, но таджики просто в шоке, они были шокированы теми потерями, которые понесли во время той войны, навязанной а, внешними силами. Как мы знаем, руководил этим ГРУ, да, и бомбили кишлаки. Конечно, у Рахмона и у его Народного фронта не было ни самолетов, ни танков, но откуда-то появились эти самолеты и танки, которые уничтожали, бомбили, вырезали спецназовцы вот эти. Ну, по оценкам от 100 до 200 тысяч, никто точно не знает погибших в этой стране, в Таджикистане в этой войне. И 5 лет в Афганистане таджики, которые были, натерпелись
перенесли и малярию, там, и что все эти болезни, гепатиты и так далее. И никто не хочет возвращения конфликта, никто не хочет браться за оружие внутри Таджикистана. И посмотрите, игиловцы, есть вот еще один момент, который у нас, наверное, не так много времени осталось. Есть один момент, что таджикский ИГИЛ, у таджикского, так называемого таджикского ИГИЛа папа – это Путин, а мама – это Рахмон. Но это прокси спецслужб таджикских и российских. Вот этот вот отчасти, да, вот этот Хорасан, вилаяти Хорасан, что там люди и там, и Если, извините, пожалуйста, вот то вы сейчас задели очень важную тему. Вы что, тоже считаете, да, что Вилаят Харасан работает по указанию российских спецслужб? я считаю, что вилаяти Хорасан – это мыльный пузырь, раздутый специально для, так сказать, отвода глаз. Я считаю, что это не на самом деле не та серьезная сила, централизованная там или как бы какая-то эффективная и действующая, и значимая. Это просто там группа, так сказать, ну, не политических, даже группа радикальных мусульман, таджиков, которые бежала или осталась в Афганистане, вот, и попала под просто бесхозная группа, которую взял под крыло ИГИЛ, да, значит, и просто вот этих Не, ну вы вот, сказали, что это мыльный пузырь российских спецслужб. Это достаточно часто, вот, то есть есть россияне, которые указывают на Украину, и есть силы там разные в разных странах, которые говорят, нет, это сами российские спецслужбы против себя учинили. Ваше мнение? это настолько мутная водичка, вот этот вот весь этот ИГИЛ, который инфильтрован агентами и российскими, и таджикскими. Людей хватают за какие-то прегрешения, вербуют и отправляют, выдают им паспорта, и вербуют и отправляют в этот ИГИЛ. Это и в Дагестане происходило со стороны российских спецслужб, и в Ингушетии хватали парней, значит, и отправляли, выдавали им загранпаспорта и отправляли туда, в ИГИЛ, значит, с заданием, что вы будете нам поставлять информацию и будете делать, значит, действовать по нашим указаниям. И то же самое происходило и в Таджикистане. И, значит, этот ИГИЛ, ну, достаточно вспомнить очень яркий пример, когда полковник Гульмурод Халимов беспрепятственно покинул Таджикистан вместе с 11 своими бойцами из ОМОН. И вот вместе с этой группой, значит, был принят в ИГИЛе и стал даже министром обороны ИГИЛа, да? А потом беспрепятственно также Таджикистан через аэропорт покинула его жена Хумайро Мирова вместе с детьми. Уже после того, как, так сказать, прогремело, что Гульмурод Халимов, полковник, глава спецназа МВД, значит, человек, которого лично награждал Рахмон, человек, который участвовал в гражданской войне на стороне Рахмона, человек, который прошел обучение спецназа в Америке. Вот этот человек оказался в Афганистане, в ИГИЛе, и очень многие думают, что он был просто инфильтрован, он был послан туда. Значит, и поэтому и вместе с, ну, такая группа, да, там 11-12 человек и его семья беспрепятственно покинули Таджикистан и оказались там. И когда вы в начале передачи сказали, что откуда такая жестокость, у меня нет уверенности в том, что вот этих четверых, которых нам показывают, что эти четверо таджиков,
штукатуров, это именно они были в кадрах, забрюленных спецслужбами, отредактированных российскими спецслужбами. У нас нет независимых кадров или кадров с камер Крокуса, да, видеонаблюдения. Нету. Куда они делись? Как это так может быть? В сеть сливаются кадры, на которых лица террористов забрюлены. Но мы видим на этих видео, что это высокие, статные, могучие, широкоплечие, значит, парни под 180 сантиметров, хорошо сложенные и ведущие стрельбу от бедра, да, короткими там очередями или одиночными. И то, что нам показывают, значит, не показывают их лиц. А почему? А показывают вот этих четверых, которые какие-то, значит, ведут себя как какие-то идиоты, сели в машину, и каким-то образом машина-невидимка покинула, значит, блокированный Крокус и проехала там 300 с чем-то километров, беспрепятственно ехала. И почему они вдруг сели в В одну общем, как машину? вы сказали, мутная вода и очень много вопросов, которые не имеют ответа. Я вынужден завершать, потому что время нашей передачи подходит к концу. К нами был таджикский диссидент, поэт, переводчик поэзии, мыслитель, светский вольнодумец Тимур Варки. Вели программу «Азия. Большая игра». Злой киргиз Александр Ронкин. И И я, добрый доктор бухарец Давид Айдельман.